Сегодня мы еще раз хотим подчеркнуть, вот у нас в гостях Александр Михайлович Бабков, который расскажет, как в Донецке живут, как здесь живут. Донецк тоже очень многонациональная республика, одна из многонациональных в Украине, которая была, много татар там. Мы должны показать, что мы все солидарны, поддерживая друг друга, мы поддерживаем будущее наших детей, наших внуков. И у нас есть примеры, когда мы и материально, и так помогаем жителям Донецка, Луганска, об этом скажем. Ну, если что, дополняйте. Конечно, большое спасибо. Но сегодня та ситуация, которая произошла в Донецке, до этого Донецк жил процветающим городом, процветающим регионом. В Донецке проживало 135 национальностей. И никогда в жизни по национальному признаку, по признаку вероисповедания никогда не было никаких конфликтов. Залогом успеха было это всегда созидательный мирный труд, направленный на благо людей. Естественно, то, что сегодня произошло, благодаря вот той недальновидной политике пронационалистической власти, которая пришла в Украине путем государственного переворота, они сделали вот, переворот и добились того, что развязали войну. Если взять вот, предысторию Украины, то когда начинался еще первые шаги суверенитета Украины, тогда власть в Украине объявила о том, что задекларировала равенство всех национальностей, развитие национальных округов, развитие национальных поселений. Это была декларация, но затем как бы законами они это все ликвидировали, закон о административно-территориальном устройстве, закон о языках, закон об образовании, убрал все эти предложенные инициативы, предложенные мирное существование и сделали одну титульную нацию, которая запретила всем нациям уже развиваться. И поэтому вот, и мы видим, когда принимались законы, и вот если взять, допустим, по аналогии Россию, как Россия развивается, в России есть национальные области, национальные округа, каждой народности дано право на сосуществование, на национальное развитие, на свою национальную идентичность. То сегодня нам сказали, что вы не должны только разговаривать на украинском языке, придерживаться только тех национальных традиций украинских, и потихоньку начали нас как бы стирать нашу идентичность. И все это прошло, как бы начали декларировать, произошла подмена понятий, таких как европейский уровень жизни, на евроинтеграция. То есть никому никто не дает, если мы хотим жить по-европейски, значит нужно поднимать европейский нам уровень жизни, европейские давать возможности жить, европейские заработные платы, европейское социальное обслуживание, европейские социальные гарантии. Вместо этого назвали интеграция, но мы видим падение медицины. И сегодня до чего достигла Украина, это второе место по смертности и предпоследнее по рождаемости. Население сокращается, экономика падает, государственный долг растет. И, естественно, вот и эта политика и в отношении Крыма, и в отношении крымских татар сегодня претендует на Крым. А что они дадут Крыму? Где, какими законами они до этого доказали, что дают возможность развиваться здесь людям по национальному признаку? Когда они принимали, где национальные поселения, где национальные округа, те, которые должны быть, их сегодня нет. Поэтому я считаю, что сегодня вот инициатива организации Крым-Берлиги, которая сегодня предлагает всем народам Крыма объединиться ради созидания, и та сегодня на выборах поддержать единственного гаранта Конституции, который себе доказал сегодня во всем мире как гарант тех принятых постановлений ООН и других организаций международных, которые приняты были на международном уровне, которые гарантируют равную жизнь всем людям, поддержать Владимира Владимировича Путина на президентских выборах. И также поддерживаю инициативу организации Крым-Берлиги, которая сегодня предлагает сделать общественную инициативу «Мой мирный, счастливый Крым». Под этой инициативой может проявить себя любой житель Крыма, любой гражданин, проживающий в Крыму, внести свое предложение, как лучше развивать Крым, высказывать свое мнение, не боясь, имея право конституционное на
свое волеизъявление, высказывание своего мнения и отстаивание своего мнения. Поэтому я предлагаю всем крымчанам сегодня, всем крымским татарам объединиться вокруг организации Крым-Берлии, вокруг этой общественной инициативы, поддержать Владимира Владимировича Путина. И дальше, как залог будущих успехов, это прежде всего мир в Крыму. И это основа, на основе этой можно привлекать инвестиции, находить партнеров и делать жизнь в Крыму счастливым. То есть мы поддерживаем то, что сегодня мы видим красной чертой, что проходит от рождения ребенка, обучения, первого рабочего места до самой старости в России и в Крыму будет гарантировано. Поэтому я считаю, что это очень правильная инициатива. Мы должны собираться, общаться и поддерживать такие инициативы. Всех также поздравляю с праздником. Желаю всем успехов. До свидания. Спасибо.